Добрый день, уважаемые жюри и участники научных... Добрый день, уважаемые жюри и участники НПК. Я познаю мир. Меня зовут Аргунова Алина, я ученица 8 класса Бердикстяхской устной гимназии. Тема моей научной исследовательской работы называется «Сравнительный анализ звукоподражательных слов в русском, якутском, английском и корейском языках». Актуальность моей работы. Тема исследования и необходимость ее выбора обусловлены тем, что данная проблема до сих пор не была специально изучена в плане сопоставления данных русского, якутского, английского и корейского языков. Объектом исследования являются звукоподражательные слова в 4 языках. Предметом исследования – лексико-семантические и грамматические характеристики звукоподражаний. Цель исследования – выявление основных различий и сходств в употреблении звукоподражаний в данных языках путем сравнительного анализа. Задача исследования – во-первых, провести обзор теоретической литературы по исследуемой теме, дать определение термину звукоподражание, изучить звукоподражательные слова в русском, якутском, английском и корейском языках. В-третьих, провести сравнительный анализ звукоподражательных слов. Научная новизна работы состоит в том, что впервые в рамках одной работы проведен анализ на выявление сходств и различий звукоподражательных слов в лингвистику данных языков. Практическая ценность состоит в том, что результаты исследования могут быть учтены в педагогическом процессе и в практике преподавания данных языков. Как вы видите на экране, мы сделали классификацию звукоподражаний Дитмара Ильяшевича Розенталю. Например, кошка с русского языка говорит мяу-мяу, с якутского нях, английский мию, корейский янг-янг. Дальше петух у нас говорит кукареку, с русского, с якутского ко-ку-ку, английского кок-эдюдл-ду и с корейского кокойо. Также вы видите звуки, издаваемые человеком. То есть плач у нас с русского будет плак-плак, с якутского ый-ый, с английского бо-хо, корейский он-он. А хлопанье у нас с русского будет хлоп-хлоп, с якутского хлоп-хлоп, с английского clap и с корейского чак-чак. И, наверное, как вы видите, в некоторых столбиках у нас звукоподражание отсутствует. И в-третьих, у нас звуки окружающих предметов. Например, стук-дверь с русского тук-тук, с якутского лонг-лонг, английского кнок-кнок и с корейского ток-ток. Звонок в дверь будет с русского дин-дон, с якутского лын-лын, с английского дин-дон и с корейского тоже дин-дон. Анализ звукоподражательных слов. Сделав сравнительный анализ звукоподражательных слов в 4 языках, мы пришли к следующим выводам. Во-первых, из всех 3 видов подражаний звуком самыми распространенным оказывается, являются звукоподражательные слова, имитирующие звуки животных. Здесь также мы можем заметить, что звукоподражание кошки, собаки, коровы и цыпленка на всех 4 языках имеют явные фонетические сходства между собой. В русском, якутском и английском языках подражание голосом животных по своему структурному составу, как правило, односложные. В корейском языке двусложные, трехсложные, все они образованы редупликацией по фонетическим признакам. Во-вторых, сравнение подражаний звуком, издаваемым человеком, показало нам, что в подражаниях чиха, смеха и призыва к молчанию во всех 4 языках фонетические несоответствия незначительны, то есть они похожи. А остальные звукоподражания фонетически абсолютно не совпадают. Нужно отметить, что передача смеха во всех языках может быть не только звукоподражанием,
но и междометием, так как чаще всего выражает чувства и эмоции. В-третьих, анализ подражания звукам неживой природы и подражание звукам неодушевленных предметов свидетельствует о том, что данные звуки в четырех языках не совпадают друг с другом, то есть они очень мало схожих звукоподражаний. Исключением является звукоподражание звуку машины, который имеет явные фонетические сходства со звукоподражаниями других языков. В-четвертых, мы обнаружили, что большинство звукоподражаний в русском и английских языках представлены в виде существительных или глаголов, а якутские и корейские звукоподражания являются словами, образованные редупликацией. Заключение. Таким образом, мы сделали вот такой сравнительный анализ звукоподражательных слов в русском, якутском, английском и корейском языках и пришли к выводам, что в данных языках наблюдается как сходство в имитации звуков окружающего мира, так и значительные и незначительные различия, что связано с различным восприятием звучания внешнего мира, различным звуковым составом языка. Поэтому языки при назывании одного и того же понятия ведут себя не одинаково, выбирая тот звук, который для них наиболее соответствует образцу для подражания, исходя из фонетики своего языка. Спасибо за внимание.